Пилотный поток школы фермера показал свою эффективность. Сегодня в республике прошло официальное открытие второго этапа проекта на базе Ингушского государственного университета. Именно здесь 30 участников уже начали получать теоретические знания, которые помогут им начать бизнес в сфере АПК. Поддержали проект глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, правительство республики и региональный Минсельхоз. От имени главы Республики Ингушетия от себя лично выражаю слова благодарности Россельхозбанку за данный проект, а также всем организаторам, преподавательскому составу Ингушского государственного университета, а также нашим передовым сельхозпредприятиям. Уникальная особенность нового набора – практически половина его участников – военнослужащие, которые вернулись из зоны специальной военной операции. Благодаря сотрудничеству с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» привлечь их к участию в трехмесячной программе удалось благодаря сотрудничеству с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества». У нас в прошлом году такого количества ветеранов СВО не было. Мы в этом году акцентировали, и 50% из набора слушателей у нас в этом году будут ветераны СВО. Для того, чтобы они в дальнейшем могли адаптироваться и заниматься своей какой-то хозяйственной деятельностью и так далее. Школа фермера – это совместный проект Россельхозбанка и Минсельхоза России. Благодаря ему жители региона проходят обширную теоретическую подготовку, которая включает изучение финансовых бизнес-моделей, основ маркетинга, агротехнологий. Но важную роль играет все же практическая подготовка на ведущих предприятиях отрасли, среди которых сад-гигант Ингушетия, агрокомплекс Сунжа и другие. Школа фермера действительно уникальный проект. Мне очень часто задают вопрос, вы Россельхозбанк, вы занимаетесь финансами, а при чем здесь школа фермера, при чем здесь образование? На самом деле все очень просто. Дело в том, что наша самая главная миссия, то, чем мы занимаемся, это поддержка агропромышленного комплекса нашей страны. И вот как раз школа фермера, она направлена на то, чтобы по результатам данного проекта мы получали новые кадры. Обучаться слушатели будут по двум направлениям подготовки – агрономия и зоотехния. Ведущие специалисты сферы сельского хозяйства в короткие сроки помогут начинающим и действующим фермерам получить новые навыки и заполнить пробелы в профессиональной деятельности. Достичь поставленных целей позволит сбалансированная учебная программа НГУ. Университет последние годы становится площадкой, где проходят федерального и особенно регионального уровня мероприятия. И это нас радует. Это нас развивает, мы выполняем задачу, поставленную правительством, максимальную интеграцию университета в социально-экономическое пространство. Участники прошлого года результатами обучения довольны. На официальном открытии присутствовал победитель пилотного потока Магомед Башир Цароев. По завершении обучения он представил один из лучших бизнес-планов и получил грант размером 300 тысяч рублей, которые направят на создание собственного бизнеса. Поступило предложение поступить в школу фермеров. Как раз мне было необходимо обучение, хотя бы начальное, для того, чтобы начать свое дело, потому что без образования, без определенных знаний и навыков начинать какое-то новое дело тоже очень рискованно. Сейчас я занимаюсь садоводством, начало у нас садоводство, а так наш бизнес-план и то, что мы планируем, это агротуризм. В ближайшие 3 месяца слушатели освоят огромный пласт знаний, а результатом обучения станет подготовка индивидуального бизнес-плана по созданию собственного дела. Автор лучшего проекта получит грант от Россельхозбанка и уникальную возможность нести свой вклад в развитие агропромышленного сектора республики. Мария Макеева, Билал Ахильгов, Магаз 24.